как пионерский костер там у меня, палатка. И издалека я вижу его. Не спрячешься. Ну и, в принципе, тоже плюс, не потеряешь. Скажем, ты отошел от палатки, новичок в тайге, там, ничего не понимаешь, где, куда пошел. Ну, за 200-300 метров выйдешь, а если на поле, там, еще дальше. Вот так. Самое главное сейчас мне разобраться с этой, как бы обратно упаковать, чтобы не запутаться там. Вот. Ну что, сейчас попью чаек еще перед выездом. И съезжу я по реке, покатаюсь еще. И обратно спустимся. Опа! Чай-то выливается, смотри. Ё-моё. Просачивается, оказывается, он. Блин, с этими термосами, блин. С этими крышками. Гибель. В Сыктывкар сейчас ездил для литрового термоса, ищу крышку, никак не могу найти. И этот тоже убитая крышка. С Алиэкспресс я покупал, блин, говно, оказывается. Пипец. Кругом беда. А на Арктик термос надо купить. Что-то хвалят уже перебор. Посмотреть, что за термос уже. Ух. О, это вовремя мы. Да, уже пить захотелось. Короче, сразу не заметил. Взял чехол. Оказывается, вот они, веревка-то есть. Не знаю, сколько метров тут. Тяжкие вот эти. Вон они. Она сюда лучше. Кармашек. Как это закрывать потом? Пипец. Вон он. Первый раз непонятно, как закрывается вообще. Ну
постепенно привыкнем, научимся. Так. Собрано видео 1,40 м, если кому интересно. Обязательно под ссылку посмотрите. Я все координаты оставлю. Что почем, какие скидки. Если у кого будет желание заказать там. Лично мне очень понравилось. А там посмотрим, как дальше будет похода. Вы все будете видеть. Вот так все выглядит. Вот такая сумочка. Такой размер. Ну что, ребят, здесь в чистоте мы все оставляем, мусор с собой, рюкзак взял. Остается только оружие и палатка. Все. Вот так вот. Видите как. Взял, установил. Сколько надо там пробыл. Еще тент надо прикупить. Для того, чтобы меньше промокало, скажем, в дождливую погоду. Это подумаем насчет этого еще. Это в светофоре там продают. Не так дорого. Тен. Именно вот размер на 4:2 может или еще. Такой небольшой поход получается у нас. Пеший поход и сейчас еще на лодке. Где-то километров 5 прокачусь. Просто посмотрю, как насчет уток там есть или нету. И вообще, как сказать, стоит или нет сегодня уже на болото мне идти с ночевкой. Река. Винт поменял. На будни Олега канале я показывал. Новый винт там поставил. И знаете, мотор, лодка намного лучше стала идти. Но с новым винтом. Потому что у меня старый уже износ большой. А новый, он хороший. Обороты хорошо дает. Так. Вот поджопник я забыл сегодня. Пришлось куртку. Ого. Когда начинал сегодняшний поход, контрольное вот отверстие, где вода циркулирует, течет, выходит. Что-то чем-то забилось, оказывается. Прочистил. И сейчас нормально работает. Ладно, прокатимся сейчас.
Рябчик взлетел. А уток нету вообще. Мне интересно тут место. Смотрите, все скошено как будто. Тут какой-то бобриный рай, как будто я увидел. Так, давайте посмотрим. Смысла дальше ехать я не вижу. Я, наверное, здесь заправлюсь и будем возвращаться. Ну и тут, смотрите, бобры зимовали. Здесь, наверное, зимовали они. Капитально они тут скосили деревья. Вот, смотрите. И по всей реке там много следов я видел. Все не снимал. Там озеро. Я смотрю, вон устье озера. Наверное, там у них и есть этот. Там они и живут, может. Берлога. Ну, не берлога, а хатка. Там тоже следы у них. Просто интересно наблюдать. Ну, на улице дубак. Честное слово. Вон он. Все как выглядит, ребят. Или весной в эту весну. Наверное, все-таки весной это все. Рубили тут они. Все подряд. Целый волок. Да. Питаются они этим именно. Заодно и засоряют речки, озера, ручьи, плотину делают. Пользы от этих зверьков никакой. В некоторых регионах вообще жизни людям не дают. Так, ладно, сейчас я заправлюсь и буду возвращаться. Может там посмотреть еще озеро или что там, ручей течет. Для интереса. Я любопытный вообще-то. Здесь редко бываю. Вообще сюда не заезжаю я. Так, можно туда переплыть. Вон туда куда-нибудь остановиться и сходить. Сейчас заправлю. Чистый бензин. Не знаю, сколько там потратил я бензина. Я заливал, полный бак был. Вот тут у меня. Ух ты. Ну, почти пустой. Ну да. Считай, километров 12 проехал я уже. Все, бак полный. Может, ручей. Не, надо посмотреть там. Если у них тут так они много здесь кормились, наверное, может, там и живут они. С ружьем там пройдусь.
Ради уток куда-либо идти сейчас бесполезно. С разведкой попробуем. О, лес оживает. Птицы. Ну да, озеро тут. Следы вон, смотри. Много следов. Уверен, тут бобры живут. Сейчас глянем, посмотрим. Интересно же все равно. Следы лосиные старые. Так, пройдусь там. Если что, к лодке там спущусь. Напрямик. Ну, следы есть. Опа. Лед еще под водой. Ну тут не скажу, что очень. Или даже не озеро тут, а ручей, наверное, все-таки. Не похоже, что на озеро. В таких местах чирки должны быть. Но уток вообще ноль. Ноль. Да. Короче, дальше идет. Куда-то вон туда пошло. Раз течет, значит, сюда впадает ручей. Поэтому вытекает все это дело. А где устье этого ручья?
Так, ну... Сегодня вообще, наверное, снегопад сильнейший еще будет. Что-то непонятная погода творит. Так. Короче, все, это край. Не, это мало для них, чтобы они тут жили. И ручья тут нету. Может, где-то вон тут, с той стороны, вытекает что-то. Но должно вытекать, потому что прям хороший ручей на речку выпадает. Но факт, что не отсюда идет. Ладно, пойду я напрямик к лодке. Такая небольшая разведка была. А следы-то вон есть. Вон. Следы есть. Кто-то тут живет. Очень много даже. Перебор много вот тут. Прям все листья. Потому что или бобры, или заяц. Так. Фу, блин. Тут немножко снега еще. Ну что, ребят, я буду возвращаться. Все, с этим походом будем заканчивать тут. На этой реке делать нечего. И охота на уток не будет, потому что их нету данный день сегодняшний. Сейчас я соберусь, ружье в чехол и поеду. Тут действительно делать нечего. А воды много еще. В принципе, если на вторую избу, сейчас легко доехать. Но желания и времени пока у меня туда ехать нету. И я все-таки буду ждать. Рано или поздно, надеюсь, на хотя бы на 2 метра, если вода поднимется еще. Или 1,5 метра. Вообще идеально будет. А сейчас пока ждем погоды и будем охотиться от Нившера где-то, может куда-нибудь съездим, сходим. Вот так вот. Старые патроны, как бы сам заряжаю. Ни одного выстрела сегодня не сделал. Так. Ну, плыть-то легче будет по течению. О, в кармане жвачка даже есть. Да, у меня в каждом кармане такие диролы, блин. Потому что время от времени люблю я жевать.
глушителей. 2 чирка взлетело. Поздно включил. Ну вот. Ух, как лес гудит, ребят. Там такой снегопад сейчас началось. И сейчас сюда идет туча вообще. Погода испортилась капитально. Надо быстро выгрузиться. Вот так вот. Вообще там снегопад сильнейший. Вот такая весна, ребят, в этом году. Сейчас загрузим машину. Удобно сейчас на машине до реки доехать. Ну вот и все. Будем заканчивать сегодняшний поход. Открыли навигацию, так скажем. Первый поход на лодке был сегодня. Видел 2 рябчиков и на обратном пути уже 2 чирка было. И еще встретились мы с охотником. Я встретился с охотником. Они тоже 3 человека поднимались. Но у меня камера была выключена. И толком не успел заснять этих чирков. Ну, что было, как было. Поснимал, показал, рассказал. Это только начало летних походов. Будем дальше ходить походы. Сделал небольшой обзор новой палатки, которую приобрел. Как и говорил, в описании оставлю координаты. Кому интересно, можете заказывать. Мне очень понравилось. Это чисто для рыбалки. Если в будущем на зимних рыбалках я найду рыбное место, как в былые года, то уже с этой палаткой можно сидеть хоть сколько хочешь, хоть всю ночь. И также можно ходить походы с ночевкой. Печку установил, и можно переночевать. Чем под елкой, как некоторые показывают, шалаши делают из веток, и в этой палатке намного теплее будет. Вот. Ладно, ребят, ждите новые фильмы. На сегодня все. Всем пока. Я поеду домой. Погуляли.